Итак, всем привет, дорогие друзья, вы на канале Клевая Рыбалка, меня зовут Вячеслав, мы находимся в Якутии, и сегодня мы со Степаном приехали сюда на рыбалочку, на дальняк. Вот. Ну, конечно же, не без приключений мы сюда добирались. Так. Зачем? А ты закрутил двигатель? А он встал, да? Прям. А вот турбута. Короче, двигатель закрутили. Сейчас будем пытаться завести. Ставить свечи и завести без карбюраторов. И вот такие вот окуньки потихонечку поклевывают. Рядом имеется несколько палаток. Погода сегодня отличная. И думаю, что будет довольно продуктивный этот день. Потому что, как вы все знаете, на дальниках всегда хорошо ловится. Жерличный идет. Такой вот. Ну, Окушок. хороший. Хорошенький. Блять. Вот это горбач. Хороший. 500 кило. Килограмм. Точно. Взяла вот такой вот мормышку. Черненькой. С бусинками. Ну вот Степан использует вот такой же эхолот. Практик у него тоже, посмотрите, 8-й. Цветной, все. Удобно, да? Да, только что видел подход рыбы. Подыграл сразу. Поклевка получилась. И вышел такой хорошенький размер. Горбач. Итак, дорогие друзья, спонсор сегодняшнего выпуска — компания Doogee. Компания является крупным производителем как смартфонов, так и различных защитных гаджетов. Сегодня на обзоре у меня будут вот такие часы Doogee W1 Pro с оффлайн картами и спортивные наушники Doogee с защитой IP68 Bonibit Swim Ray. Друзья, данные часы уникальны тем, что они поддерживают оффлайн карты, то есть доступ без подключения к интернету картам. Это идеальное решение для любителей активного отдыха. Также у них двухсторонний GPS, который обеспечивает точное позиционирование и навигацию. Как мы видим, у нее AMOLED дисплей, что гарантирует отличную читаемость экрана даже под прямыми солнечными лучами. Рейтинг 5 атмосфер и IP68, устойчивость к воде, поту, падениям. За свою стоимость часы оснащены довольно жирным комплектом сменных ремешков. Есть спортивный вариант, резиновый, полностью латексный. Потом есть под кожу, вот такой более деловой. Ну и вот такой брутальный я поставил металлический из нержавеющей стали ремешок. Он пристегивается. Вот. Часы имеют все функции современных смарт-часов. Пульсометры, различные шагометры. И самое что уникальное, друзья, в видах спортивных видах вы можете даже выбрать рыбалку. То есть рыбалка считается спортивным видом отдыха, и он будет показывать, сколько вы сожгли калорий на рыбалке, на забросе спиннингом и вообще просто на любительской рыбалке. Имеется вот такая приспособа для снятия звеньев и зарядное устройство. Функций очень много. Есть компас, есть барометр высоты, секундомеры, пульсометр. Все, в общем, все функции, все есть. Рыболовство, вот видите, вот можно начать рыбалку.
и она будет считать, сколько вы сожгли калорий. Наушники мне понравились, а это отдельная тема. Такую технологию я сталкиваюсь впервые. Они обладают, во-первых, динамической, стильной спортивной подсветкой, которая повышает вашу безопасность во время занятий. Комплектация идет вот в таком чехле. Внутри лежат сами наушники. Наушники водонепроницаемые, полная защита от воды. Конструкция называется открытое ухо. И во время прослушивания музыки вы слышите все шумы вокруг, но в то же время звук идет вам во внутреннее ухо. Вы не пропустите никакого момента, может, что подъедет автомобиль, там на велосипеде вы едете, либо еще какие-то упражнения делаете, можете разговаривать с собеседником, сидите за рулем, вот, слышите все вокруг. Звук хороший у этих наушников, мне понравился. И то, что она имеет подсветку, сами наушники, вот этот ободок, он светится различными цветами, создает безопасность. Комплект поставки идет в таком чехле жестком. Имеется кабель зарядки, вот такие вот беруши для плавания в воде. Наушники можно слушать прямо под водой, занимаясь каким-то водными видами спорта, плаванием, купанием. Вот. Специально разработанные беруши, которые закрывают очень плотно ваши уши, и звук к вам проходит сквозь какие-то там кости, которые находятся в ваших ушах. Все устройства работают с вашими смартфонами. Кому интересно, ссылки на данные гаджеты от компании Dudgy оставляю в описании под роликом. Приятного просмотра. Жерлицы будем устанавливать. Да. Поставим жерлицы. Что за жерлицы у нас? Обычные, да? Ты сколько? Две лунки сделал, да? 4 лунки. Они что, прям новые, что ли? Да. Новые. О, есть. Ладно. Оно еще идет. Вот такие вот средний размер рыбы. Есть. Мне тоже поклевочка. Угу. За весь день. Вот такие вот окуньки. Вот видишь, балда вот как работает. Интересно. Да, вот просто вот 2 крючка и вот такая вот грузила. Бьешь вот так, пук-пук-пук. Ну, хватает. Достал свой эхолот. Эхолот у меня, друзья, Practic 8 Pro Wi-Fi. Новая модель это. Ну, она как новая относительно. Сейчас у них уже и Practic 8 Max есть. Там побольше вот само устройство и экран больше. Но я его в этом году начал осваивать. В общем, довольно классная штука на самом деле. Вот. Синхронизируется с приложением и отлично прорисовывают карту глубин, то есть дна. Именно вот эта вот модель Pro Wi-Fi, которая. В общем, вот они, да? Посмотрите, видите, они создают друг другу вот такие вот помехи. Вот, но в Wi-Fi, в Pro версии есть фильтр помех, друзья. Используя данный фильтр, смотрите, я убираю помехи с второго эхолота. Теперь я его синхронизирую. Нахожу дно. Видите, вот у меня четко показывает картинка практически. А вот здесь вот перебоит. Там, да, потихоньку. Голова. О, бля. Может, это... Как Вячеслав-то? Мое почтение. Что там случилось-то у вас, говорят? Да, буран гнал колени. Одна?
Мантан кошта. Да, 4 километра. У нас гости. Вот рыбак зашел. Рассказывает, что рыба не очень активная сегодня. Вот. Вчера приехали они, сегодня уже уезжают. Жаль, конечно, да, в такую даль приехать, да? Ну, И не поймать ничего практически. вчера погодка что-то А поменялась. щука есть? Щуки? Щуки всего там штук 5 поймали, конечно. Но как-то, Как-то не... да, для этих мест. Ясно. Ну, Да, потому что готовились прямо. так вот вон отсюда. жерлицы у нас стоят, он вообще не дышит, да? Сколько поставили, кстати? 4. 4 штуки, да? Вчера Ну, рыба постукали есть, даже. вот она, вот плавает. Ну, не берет вообще. Ага. На мормышку кое-как он. Есть, да? Есть. Ну, вот такие мелочевки поклевывают. Есть. Такие вроде есть. Ага. А мы таких не берем, да, Степан? Да. С утра были там нормальные размеры. Куда их? Мало. Сейчас самая большая щука у нас, ну, 3,5 где-то 3. Ну, это тоже, да, для этих мест как бы. Тут надо пятерики, У вас, получается, привезли, да? шестерики. А? Да, привезли. Евгений, да? привез? Евгений, Сам да? Евгений или его работник? Такой жесткий, да? Очень. Ну, вообще такое, ага, как будто апатия какая-то у них. Более-менее, да? Какого можно взять? Я что хотел спросить этот. Короче, у нас этот сел аккумулятор. Мгм. Да, пробуриться, пару лунок сделать. Вон Степана. Есть, ага, что-то понятно. Ага. Ну, а у нас вчера уже пришло, все батарейки быстро замерзли, сдохли вообще, короче. Так а что, может зарядить его, у нас же вон этот есть. Есть, да зарядить? А что там долго? Ну, Ехать же не Не, скоро. Ну, они скоро же это... сейчас не успеем, наверное, зарядиться. Ну, Спасибо. Кстати, у вас длинный бур, да? ага. Вчера мы этого, блядь, заебывались, короче, этого. Раздалбливать по краям. А у вас чтобы не хватало, да? Не подготовленные пришли вообще, походу. Ничего. Вот такая вот у нас проблема случилась недавно. Что-то начинает закидывать свечи беспричинно. Во время остановки закидывает свечи. И больше не заводится. Вот. Приходится постоянно прогревать, продувать. Подожди, датчики. Датчики. Не, я просто зацепляю. Вот. Такие вот дела. Ну что, у нас работка. Жерлица. Идти проверять надо. Вообще как бы очень много палаток, очень много людей. Мы-то думали, приедем, здесь никого не будет. Но нет. Не тут-то было. Тут прям мощное что-то. Степан, он ее так поставил, и сдернуло так его. Вообще там ничего нет. Никто не дергается. Да, видать, сама упала. Так, короче, как говорится, покинули зону комфорта, вышли пробовать снаружи. Сейчас будем пробовать. Не знаю, есть вот такой вот спрутовский Гурамо, или как его там назывался, не помню. Довольно глубоко. Так. Приложение. Есть. Окунь взял. Крупный. Вот, друзья.
Хороший горбач вылез. Прям вот. Ну, видно, что он немножко подбагрился прям. За пузо даже не немножечко, а довольно-таки хорошо. Вот. Нормальный такой акушера. Давай его туда в копилочку. Ага. Есть. Идет. Сюда иди. Ну это тоже непонятно. То ли он за бороду, то ли подбагрился. Пойдет. Есть. Есть засечка. Блин, ну они багрятся, реально. Такая приманка работает, спрутовская. Довольно интересная расцветка. Ага. Ага. Есть. Ой, телефоным бар да поснимай-ка. Мир бүтін ұстан бар. Вот такие. Ну, тух мандык хайыллар. Интригейлер просто оны біле. Забагрись каналдар. Подходили сейчас рыбаки пофотаться. Вот они здесь вот собираются уезжать. Смотрите, на каких они приехали на этих вездеходах. Вот, оказывается, там есть мастер, который сам делает эти вездеходы. Вот. И этот мастер, он там рыбачит дальше. Ну, вездеходы классные. В них можно жить, в них можно как бы сразу доехать куда захотел. Вот на таких колесах здоровых. И вот сколько бутера они привезли с собой. Видите, да? То есть такие вот вездеходы. Полностью железный. Что там? Нормальный, да, уровень? Билбетime? Барсова панамен чуйтик. Уровень денег не билбек кен, хадерлек. Кен определенный тугнан кале. Есть, есть. Хороший идет. Прям чувствую. Не маленький. Улис. Ну что, хороший же. Размерчик-то. Подожди. И. Вот такой вот. Вот такой балансирчик сегодня работает. Так, пришли в палатку покушать и заодно подтягать. Включил камеру вон. Вижу в камеру окуньков. Ну, размер не такой крупный, как хотелось бы. Но тем не менее. О, есть. Пришел в палатку пообедать и заодно порыбачить, погреться.
А кусочек небольшой. Ну, слабо такая подтяжечка, слабая. Ну прям хороший идет. Ой, леска тонкая. Нужно аккуратно уваживать. Ну, прям горбач идет. Хороший дядя идет. А может быть и тетя. Как сказал бы Гряня. Ой. Ого! Вот это да. Вот это дядя вылез. Подожди ты. Стой. Ай. Вот такой вот. Трофейный горбач. Вот. Туда его. Ну этот мелкий уже, мелковат. Ну хотя, как сказать, с какой стороны посмотреть. Мелковат он, не мелковат. Ну прям брыкается хорошо, я вам скажу. Хоть и мелкий паразит. Ой. Это мелко отпустим. Мелочевку. Он говорит, 2 сработки у него на жерлицах. Сейчас сходим, проверим. Давайте пока оставим удочки. Пускай стоят. Сейчас вода закипит. А ты не хочешь поесть? Надо бы. Такая же история. А то хоть две. Короче, блядь, Иди тухтири. что еще того? Ну, балломы тиели, хасаны. А то я его не включаю. А пока не включат где. Тепло же. Блин, у меня ток пабытля, есть же качалка какая-то. А. И там же получается второй. То сейчас чай попьем. А, кофейку. Опа. Ахрбыт бара, вот стоит. А? А так вон полный болта. Да? Полсвата где со среды идем здесь. Там лучше даже, чем здесь, да? А там вообще кабанята. Я же хотел тебя туда привезти сейчас только что. И не смог завестись. Ну блин, а щуки есть? Щуки, говорит, есть. Там у него блеснатым сорвало сегодня. А что потом? Ну вот надо щуку поймать и хотя бы парочку тебе и мне, девику. О, Есть. Ну такой мелких отпускаем. Вот. Сейчас мы едем с Степаном туда, где жестко большие лапки ловятся. Вот это мелочь вообще. Пузатая. надо выезжать сегодня вечером. Слав. А то мы там не уедем где. Но. Тебе паропа. Сейчас до туда сгоняем. Сейчас сгоняем, половим, контент снимем. Если нормальный едет, тогда собираемся. Уезжаем где? Ну тогда часик-то хоть порыбачим там, наверное. За час-то я успею, наверное. Что-нибудь. Он ловит, а?
А что тут за мясо возишь? Что за мясо тут возишь? Ну, дали. Да ты чё? Вездеход-то Петруй. картошку парой. Картошка жарила-то. Сейчас, минутку, секунду. Перчатки возьму. Черпак он. Что начнем? По леске надо смотреть. Если леска вытянута, вся вымотка. О, вот здесь сидит. Вот здесь что-то есть. Вся леска ушла, прикинь. О, тяжеленькое что-то. Опа. Ой, подсечку сделал. Есть. Есть. Так, надо ножом. Так, аккуратненько. Леску аккуратно. Только леску не переруби. Ага. Хорош, наверное. Да. Черпак там берег надо. Пошла. Щучка идет. Блин, или сдернула ли? Что-то непонятно как-то идет. Непонятно. Ну нет, сидит вроде. Должна же еще она обратно дергать. Да нет, не идет. О. Сплюнула, что ли? Ё-моё. Не, сиди. Ух ты, хороший парень, а? Хороший. А? Покажи класс. Ну-ка. Ну, подошла уже, вот видишь, он утыкается в лед. Не хочет заходить. О. О. Ну, такой щупачок. Ну, прикольный. Прикольная. Ну, кулинарная. Щучечка. Ну, давай заберем. Опа. Живчика надо. Сейчас проверим вторую. Вторую у нас. Да, тоже вымотка 100%. О, здесь прям уже покрупнее, прям чувствуется. Есть, да? Прям тяжелый, он прям вообще тяжелый. Вообще здоровый. Он прям, знаешь, вот как бульдозер идет. Как бульдозер идет. Степа, осторожно, только леску, пожалуйста, не переруби. О, это прям этот серьезный парень. Вообще серьезный идет. Прям очень хороший. Тебе сказал даже. Довольно агрессивный и большой. Слушай, это возможно что-то трофейное даже. Серьезно. Он прям встал и все. Вообще вот просто стоит, представляешь? Я боюсь леску порвать. Надо аккуратно. Борьба, да? Ну да, так это представляешь, он всю ее вымотал. Это 10 метров, он где-то сейчас в 8 метрах от меня стоит. И вообще я его сдернуть даже не могу. И обратно тянет, да? Так он просто, ну, просто стоит и все. А может он под коряшку она? А, он на подкоряшку залез.
Блин, точно, видимо, что-то есть там. Какой-то зацеп, видать. Туда, видать, зашел. На всякий случай. Ну да, Степа, он что-то вообще там закрутился, видать. Вот коряга какая-то, да? Или подожди, или мы что, или мы поймали другую жерлицу свою. Подожди-ка, тут сетка у них стоит же, да? Не знаю. Стояла, наверное. Убрали? Не могу понять. Она и не туда и не идет, и не сюда не идет. Ёлки. Ёлки-моталки. За что он там зацепился? Что, попробуешь покачать? Может, у тебя получится. Леска тонковатая, елки. Порвал. Жалко. Рыба была на крючке. О. Мелочи приятно, как говорится. Сейчас вот сиг подплывал, жалко. Не удалось мне сига взять. Ну вот, дорогие друзья, север. Погода переменчивая, насколько вы знаете. Завтра уже обещают очень сильный ветер, пургу. И поэтому после обеда вот не было ни одного облачка. И сейчас под вечер, смотрите, уже все заволокло какими-то тучами. Вот, поднимается такой ветер. Нам нужно ехать. Иначе мы тут рискуем застрять. Вот так вот мы собрались с Степаном. Собираемся. Но это не весь улов. У нас как бы еще там есть окуня, где-то я поймал. Ну вот, щуки. Плотва даже где-то пару штук было. Пару плотвинок. Так, это желтый снег, который нельзя есть. Без него никак не обойтись. Желтый снег есть желтый снег. Вот. Что мы будем фото делать на фоне рыбы? А где те окуня, а? Которые там, ну, были с лопатой. А, они тут все? Это что, весь наш улов? Кстати, там рыбу оставили, окуней мелких, можно забрать. Ну все, дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. Всем спасибо за просмотр, пишите ваши комментарии,
делитесь с друзьями. Сейчас главное, чтобы нас вот этот конь довез, железный. Вот. Ну, на всякий случай предупредили работников базы, что мы будем выезжать, если что. Пусть они имеют, ну, как бы, были готовы к эвакуации. Практически никого не осталось. Осталась вон там одна палатка, мужичок там рыбачит. Ну, вот такая вот база отдыха. Что тут? Закрыто все. Тут база. Домики вот на таких салазках передвигаются, перетаскиваются. Здесь, как вы видите, вот так все сделано. Ну, внутри вот так вот. Открываются полы, и там рыбачишь.